Ну, у меня первая охотка до избушки. Ну давай. Я смотрю, ты капитально разделся. Не, хватит потеть уже. Да. Так солнце вон поджаривает. Когда солнце есть, жарко. Ну как, Валерий Батькович, водичка, большая, маленькая на болоте? Хорошо, значит. Нормально было, если бы ее много было, тут бы лодкой перевезли. А это все пешком придется тащить. Осенью вода глубже бывает. Да. Ранняя весна, мать ее. Воды нету. Здравствуй. Вот мы и вернулись. А высоко они вообще почти в космосе летят. Ну, летят, значит. Слушай, офигеть, ты на себя нацепил. Я ленивый человек. Много раз лень ходить. Да. Однако. Не завидую, кому за 60, а я молодым завидую. Охренеть. Как они могут в легкую такой груз таскать? Хочешь не хочешь, болячки с возрастом прибавляется и к земле прижимает. Но мы сопротивляемся. Ну, первый признак этой ранней весны: воды мало. Очень мало. Для весны исключительно мало. Думал здесь лодкой перевезти. Лодкой. Захотел окошко-мышку. Ну, ладно. Где там избушка? Ой! Вау! О-хо! Японский бог! Так. Ручей-то практически в русле. Ну, вода вредна для здоровья. Ни хрена себе. Перешел. Фу. Ну, где там изба-то? Ура, до избушки дошел. Здравствуй, избушка. Принимай свой народ. Хочешь сказать, ты почище Васи себя загрузил. У него на вид поменьше был, хвост тяжелее. Ой. Блин. Хорошо, комарина нету, пот и глаза щипать начал. Я подумал, не взял. Думаю, такой снег, брать эти антикомарин. Я всегда беру, к концу охоты всегда комары выходят, но я просто забыл, склероз. Во всяком случае, я вчера Коми новости слушал, да, в каких-то 2 районах Коми какой-то комар, болезнь какую-то африканскую, да, пугает. Меньше знаешь, лучше спишь. Это точно. Я говорю, пошел лодку ремонтировать. Скажи, А сильно там протекало у тебя? ну то, что я его с вачерги залепил, когда отвалилось на полпути, Ага. вот таким фонтанчиком, Нифига. там жестянка вот так вот ходит. Нифига. Сейчас попробую битумом залить. Ага. Ну зато вот так пальцем заткнул, все, оно и перестало течь. Ну как бы такое. Ну, Ну, пару раз откачивал за всю дорогу, ну может 3 раза, 4. И так ты там выше доски не набирал. ага. Так что не критично, бывало хуже. Окей. Ну, что сказать, удачи, чтобы не отваливалась. Пока она там болтается на реке, чтобы не утонула. Вася сказал, обедать не буду. Побежал лодку ремонтировать. Ну, мы не железные Филипсы. Ты с прошлого года возишь термос для супа. Да. А как она тебе такая мысль интересная пришла? Пошел в магазин, спросил, есть, говорит, взял. Банку хреново, а тут такое вкуснятина, слово сказать.
надо подложить что-нибудь. Ну и все. Попытка номер 2. С этой же дырки, только, блин, под краской, да? Ну, что делать-то? Зальем еще. Да капец, блин. Ну, сейчас-то, надеюсь, все. Ну, по крайней мере, с этой стороны не течет. Сюда. Ну что, в избушке прохладно, надо печку затопить. Так, ну последний тут Вася был. Такие мощняцкие дрова, правда зимой, такими, как он только их зажигал. Недавно по телевизору анонсировали один фильм. Хорошо. Деревенская девушка, медведей не боится, медведи там по стойке смирно перед ней ходят. А в город приехала, кошку увидела и на стул со страха вскочила. Я Ларисе Батькивне сказал, я говорю, режиссер, который этот фильм сделал, ненавидит сельских жителей до невозможности. Там она перед ней холодильник открывает, она такие глаза делает. Наверное, режиссер с Хохляндии приехал. Думает, что у них и в России так же. Или специальный провокатор решил опозорить. Так, ладно. А то в избу зашли, такая прохлада тут была. Ну, гори, ясно, чтобы не погасло. Дело пошло. Нагревай избушку. Слушай, дым интересно выходит. Как-то порциями. Что там, опять осы себе свили что-нибудь? И черный дым. Это что, смола или по дороге что-то там горит? Натурально как паровоз. Пуф, пуф, пуф. Порциями. Что-то там есть, по-моему. Ну, вот, Батькич, рассказывай, как там у тебя с лодкой дела? Все сделал. Сначала нижнюю заклеил, спихнул, проверил. Выше там, ну, где складка металла, выше потекла. Замазал. Сначала замазал, спустил, проверил. Она где-то дальше начала течь. Не понял, давай дальше мазать, и она потом вместе с краской отвалилась. И уже по голому металлу там очистил, там вот такое пятно. Сошкреб, прогрел, и потом замазал, спустил, и все. Холодная сварка соскочила или нет? Что мы так сидим? А я как и не переворачивал, не смотрел. С этой стороны, снаружи. Да нет, скорее всего там просто трещина дальше где-то есть. Дальше, да. Такая жизнь хреновая оказалась. А на сколько вы 3 года или 4 лодка-то? С 20-го. Ну, где-то так, 5 лет.
Но все равно маловато что-то Маловато. для жизни. Та лодка-то Да, чуть не 17 лет где-то. 18 лет работала. И я ее еще продал, блин. Оцинковка раньше лучше была. Сейчас-то там только покрытие сверху идет. Ее чуть содрал, и все, она дальше начинает ржаветь. И ржавеет с космической скоростью. Советский Союз ругает, мать их за ногу. Попробовали так сделать. Ладно, это к слову. У тебя труба не забита ничем, не замечал? Что-то как-то странно там дым. Пух, пух, пух. Поддувало надо открыть, значит. Она у меня открытая. Значит, надо закрыть наоборот. Может, так разгорается. Не знаю, я такого не замечал, не было. Да пускай пыхтит, главное, чтобы внутри не пыхтел. Я так же думаю. Гуси гагачут, разодоривают, поэтому Вася, как мы приехали, Они сразу на Там гуси. ждут, ищут меня. Вася, ты где? А я здесь. Не говори. В общем, сразу идешь на гусей. Да, что мне В ждать? общем, ты их плохо еще обучил. Учи, чтобы они здесь Сразу садились. летели. А ты б сидел, наверное. На месте, что ли, не ходить никуда, да? Ну, ладно, давайте. Давай. Я сегодня заряжаю, а завтра приду. Куда-нибудь встретимся. Так, у народа охота началась. Ну что, воды надо? Надо. Так, ты подожди. Вот это ранняя весна. Такая мелкая вода, вот жизнь. Так, ну что, на течение лучше? Будем считать лучше. И без воды. И не туда. И не туда. Валерия, кто сказал, что ведра остались около реки? Не знаю. Тут они стоят и с водой. Вася уже воду там принес. Там, значит, промолчал, чтоб принес. Ну, ладно. Ну, вместо ведра 3 ведра воды будет. Нормально. Выпьем. Одно ведро сюда почти. Ага, все, тащу. На умывальник. Валерия, а мы что, умывальник на зиму оставляли? Наверное. С водой? Я так не знаю. Ничего не лопнуло. Слушай, Валерий Батьевич, я под впечатлением прошлого года, когда лодка наша тютю, там все, что можно было на нее свалиться, все свалилось. Ты сейчас там сосну увидел, блин, она опасно стоит. Может на лодку упасть. А Васю и не спросили, он отодвинул лодки, нет. Пойду схожу, проверю. Сходи. Так, топор возьму на всякий пожарный. До завтра, конечно, он еще не свалится. Ха-ха. Но А если вы пойдете по лесу с Васей гулять, то несколько дней пройдет, там бог знает, что будет. На 2 дня на гусей я тоже пойду завтра. Поэтому лучше проверить. Так что да, Приготовить, вернее.